600 метров кольцевой трассы, крутые подъемы и водные преграды. Организаторы соревнований постарались создать максимум испытаний. Были опасения, что после ночного дождя трасса раскиснет и станет непроходимой, как в прошлом году. Но после дополнительного обследования стало ясно – старты состоятся. Трассу смотрели 2 раза, потому что все-таки чем больше ее проходишь, тем сильнее она портится. Но мы внимательно ее всю просмотрели, чтобы не было никаких сильно таких больших эксцессов, чтобы в то же самое время было интересно, сложно. Судьям предстояло определить лучших в 2 дисциплинах среди водителей внедорожников и квадроциклов. Перед стартом жеребьевка, небольшой тест на знание правил дорожного движения и слова напутствия от организаторов. Пожелаем участникам, конечно же, хороших выступлений. Не убейте машины свои, пожалуйста. Внимание! Марш! Первыми стартуют квадроциклы. За медали борются 3 участников, в том числе сам начальник районной госавтоинспекции Александр Курков. Задача пройти дистанцию быстро, не вылететь с трассы и не заглохнуть в воде. В зачете среди водителей квадроциклов лучшее время показал Денис Дурягин. На 2-м месте Александр Курков, Игорь Вагнер 3-й. Далее стартуют внедорожники, 9 УАЗиков и Тойота. Трасса вполне проходимая, так что серьезно прокачивать свои тачки участникам не пришлось. Никаких переделок особо нету. Обычный УАЗик советский на военных мостах. Вывели только без переделок воздухом на крышу. Да. Сняли тент, чтобы, так сказать, обзор был лучше. Зрители с восторгом наблюдали, как водители УАЗиков успешно маневрировали по бездорожью, а вот водные преграды преодолеть смогли далеко не все. Например, вот этого японца пришлось трактором брать на буксир. В зачете среди внедорожников лучшее время 1 минуту и 46 секунд показал Никодим Артеев из Ижмы. В его копилке это уже 2-я медаль подобных соревнований. В 2016-м он брал серебро и вот сейчас золото. На 2-м месте Андрей Рочев, замкнул 3-ку призеров Константин Залеткин. Трасса не очень такая сложная, нормально можно проехать. Победители-призеры получили дипломы, медали и подарочные сертификаты от спонсоров соревнований. Остальным участникам вручили поощрительные призы. Алексей Корчма, Денис Городилов, телеканал Юрган, Ижемский район.